Обман – культура поведения в интернете. На моих руках я держу коробочку, такую баночку, и никто из вас не знает, что там внутри. Даже я сама не знаю. На коробке есть лейбл, то есть этикетка, и на этикетке написано Fine Drops, то есть конфеты. Но для того, чтобы уточнить, действительно ли там конфеты, я должна что делать? Открыть, правильно, и посмотреть своими глазами, чтобы удостовериться. Вот я уже открыла коробочку, эту баночку, и вижу, что внутри баночки действительно конфеты лимонные. То есть содержание коробки и лейбл этикетки сходятся. В интернете также встречаются, а особенно на ютубе, можно увидеть название иногда видео, и когда начинаешь смотреть это видео, то понимаешь, что название видео далеко отличается от содержимого. Было такое у вас? И не раз, наверное. То есть для того, чтобы привлечь к себе больше подписчиков, владельцы YouTube-каналов просто обманывают. Содержание видео с названием не совпадает. В большей же части все-таки лейбл, то есть название видео, подходит содержанию на видео. У меня лично совсем нет желания обманывать своих подписчиков, друзей канала, тех, кто смотрит мои видео, и поэтому я стараюсь ставить название видео сходное по содержанию моего видео. Поэтому вот такое поведение, это уже на совести каждого автора, владельца канала. Я за других людей не отвечаю. И еще я хочу обратить внимание на комментарии подписчиков. Совершенных людей нет, ибо все ошибаются. И когда у меня бывают такие ошибки, меня также конструктивно поправляют. Например, я ошиблась автором стихотворения «Спасибо всем, кто нам мешает». Я назвала по ошибке автором этого стихотворения Валентина Гафта, а автором этого стихотворения является Наталья Дроздова. Также иногда могут быть и грамматические ошибки, произнесенные или написанные по невнимательности. И меня также очень тактично исправляли, за что я таким людям благодарна. Повторяюсь, критика должна быть конструктивной. Хамство и грубость не только по отношению к себе я не переношу, но и также, когда некоторые пишут в ответ комментариям, оставленными моими подписчиками или же просто друзьями канала. На ютубе есть определенные правила, которым мы все с вами должны следовать. Каждый канал, каждый подписчик, просто каждый зритель, находясь в гостях у кого-то, должен вести по всем этическим правилам Ютуба. Да, мы все разные люди, у нас иногда мнения сходятся, а иногда нет. И тогда, когда даже мнения не сходятся, то все равно можно найти те слова, которыми можно высказать свое мнение, но в уважительной форме. Сегодняшняя жизнь разделила людей на самые разные стороны. Одни стараются угодить одним силам, а другие другим, а третьи третьим и так далее. Но в современном обществе без уважительного диалога друг к другу нам всем будет невозможно достичь желаемого позитивного результата. И когда некоторые люди переходят все грани дозволенного, я легко прощаюсь с такими. Я уважаю себя, я уважаю вас и прошу от вас того же. Но если иногда мы не находим возможности для диалога, то это легко решаемо. Поэтому фильтруйте все свои слова, пишите так, как бы вы написали самому или самой себе. А себя мы должны уважать. Культура общения каждого человека должна присутствовать в ежедневной нашей жизни, везде, в реальной жизни, в семье, с друзьями, на работе, с родственниками, с коллегами, с незнакомыми и также в интернет-пространстве.
Давайте не терять наш человеческий облик. Айста, айдем чуринам арален кодена. Также иногда, только видя название видео, но несмотря видео вообще, некоторые спешат оставлять свои комментарии, далеки от содержания видео. Одним словом, спешат с выводом. Благодарю всех за понимание. Оставляйте свои размышления. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если еще не подписались. Поддержите меня своим лайком и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау умлымаланда шонымыдам кодаза возалса моим YouTube каналышке кеше возалтын огыл лайком шындашидамонды. Тажада пиалан Лиза тендандыны Эльвира Америка гычлиен.